Я организовывал митинг встречи Навального здесь и собирался на своем автомобиле ехать встречать Москву Навального. Меня посадили на 20 суток. Бриться там не дают. И, в общем, за 20 суток я оброс и со своим хорошим знакомым, с которым познакомился, сидя в камере, поспорил, что я не буду бриться, пока мы не вынесем Путина вперед ногами. Он сказал: о, Дима, говорит, ну, по пояс у тебя будет. Посмотрим. Я уверен, что чуть-чуть осталось. Я Скурихин Дмитрий, активист из Ленинградской области, предприниматель, многодетный отец. Все это, конечно, такая беда, что просто слов нет. И главное, в чем вранье, да, вранье, денацификация. Разбомблен город, где все говорят по-русски. Вот Харьков, там все говорят по-русски. Так, стоять. Я хочу привлечь внимание нашего общества к тем городам, которые разбомбила Путинщина. Ну и Россия. Это наши солдаты, наши войска там воюют. Не марсиане. Это наши люди. И нам за них нести ответственность, за их действия. И эти люди существуют в том числе и на мои налоги. Я плачу примерно 1 200 000 налогов в год. И вот на эти деньги наши власти покупают оружие, посылают наших же сограждан убивать украинцев, украинских детей. Путин же вторгся туда из расчета на одно. Единственное, что он может предложить, как говорится, повестку более или менее со знаком плюс, это и то в глазах, скажем так, распропагандированной общественности, это внешнеполитические какие-то его авантюры. Потому что все остальное это он профукал. Благосостояние народа нигде. Он пал жертвой собственной политики. Наши власти совершенно плюют на интересы народа на всех уровнях, потому что у этой цепи один корень. Это вот Путин и Путинщина, да? И там не только Путин. Это вся его команда, которую я и называю Путинщиной. Группировка бандитская, которая подавила всю нашу страну и, можно сказать, поработила. Мы отобрали у своих соседей, ближайших родственников, отняли Крым. Да на какой черт нам этот Крым нужен? Земли у нас, ни у кого столько земли нет. У меня вот году в 12-м была просто бешеная популярность в поселке. Я тогда именно разобрался с теплоснабжением. Теплоснабжение наладилось. А когда вот я с Крымом так вот не поддержал это, многие от меня отвернулись. Скурихин, ты что, с ума сошел? Блин, Крым теперь наш. И ты против? Да, а я против. Понимаете, у меня был лозунг: мы присоединяем Крым и теряем мир. Мы его потеряли. Мы потеряли мир и потеряли Украину, и потеряли мир и внутри нашей страны. Мир целиком отвернулся от нас. Русско-Высоцкое – это поселок давнишний, ему лет 250. Из старых зданий здесь осталась только церковь руинированная, потому что все было сметено войной, конечно. Очень сильно поселок развивался, когда здесь стали строить птицефабрику. Это была одна из двух мощнейших птицефабрик Советского Союза. Вот. Но как фабрика прекратила свое существование, все, это закончилось. Фабрика закрылась, кстати, с начала войны. В этом году 26 лет, как я предприниматель, и я местный сельский торговец. У меня магазинчик в селе. Я хочу сказать, что, знаете, вот люди так обеднели, что наш магазин выживает за счет того, что продает то, что люди ни в Магните, ни в Пятерке не могут купить штуками. Например, яйца штуками. Да? То есть приходят люди и просят: а можно мне его купить у вас 4 яйца? На 10 яиц мне не хватает денег. Вот 4 яйца можно? Можно, пожалуйста. Мы продаем 4 яйца. И людям в долг. То есть у людей, например, пенсия через 3 дня, а эти 3 дня есть нечего. Вот летом меня бомбило и пожарники, и Роспотребнадзор. Это просто мозг вынесли. Один из руководителей Роспотребнадзора пригласил на доверительную беседу и сказал, что: Дмитрий Николаевич, вы понимаете, что мы вас разорим, если вы не заткнетесь? Пишет всякую ерунду, но это знаешь что? Так приедет милиция, поглядит, говорит: ну что-то он все на Путина, он это много. Что недоволен он этой программой, что
Что у нас такой бардак? 20 лет живем, а сдвигу вот мало. Ну, мало что пенсии маленькие. Очень маленькие у нас пенсии. А тут, видишь, наш Путин засыпался с этой войной опять. А засыпался так, что они хотели на Россию тянуть. Наши жильцы российские тоже там вот живут-то. У нас же богатство, у нас свое все. А теперь, видишь, и много помогаем, и все помогают он всем. А тут навалилась вот эта война. Ну, набила оскомину. Ну, что теперь делать? Давайте по приходу и расход. Я так считаю, я не жалуюсь. Хоть мне пришлось в жизни, я всю жизнь на военном заводе на вредном производстве проработала. Тоже пенсия маленькая, но слава богу, что это есть. А когда мы были вообще довольны властью? Раньше было. Так раньше мы были молодые. Нам было все фиолетово, как говорится. А сейчас мы, конечно, в возрасте смотришь, хочется, чтобы дети, конечно, лучше жили как-то. Ну, не знаю. Я не хочу гневить Бога. У меня дочка тоже военно обязанная в медакадемии работает. У меня, я боюсь тоже, что зятя возьмут. Так что сама я с Донбасса вообще-то родом. Красный Луч, 40 километров от Луганска. У меня там родственники, у меня там сестры, племянники. Страшно, конечно, страшно, за все страшно, что будет дальше. Но я эту тему не хочу касаться даже, потому что, как говорят о погоде и о политике в наше время, разговаривать ни в коем случае нельзя. Это у нас такой тут умник есть. Я не буду уже его комментировать. Там... Это такой умник у нас есть, это он все что-то пишет. Миру мир и всякую ерунду, короче. С ним разбираются, это не нам с ним разбираться. С ним разбираются, но толку никакого. Так что вот он пишет, видите. Лишь бы мой внук явился с этой операции. У меня, у моей внучки муж, молодой мальчик на спецоперации. Вот он с сентября месяца, и мы молимся только, чтобы он вернулся. Фабрика закрыта почти постоянно. Ее уже раз 10 перекупают. Отмывание денег идет и всего лишь. Так что работать негде, все ездят в город. А на нашу пенсию это только по телевизору прожить можно. Депутатам можно прожить, но нам-то просто не прожить. Цены растут быстрее, чем прибавка к пенсии. Что дадут, как собачонкам кинут по 100 рублей там. Они считают это деньги. Так что о чем мы говорим? Осуждаем другие страны. У нас же хуже еще. Ну, не все, конечно. Где-то продвижение, где-то вверх мы поднимаемся, все. В основном-то про народ-то забыли. Докладываем, да, у нас все хорошо, а хорошего у нас мало, фактически. У меня у внука уже один товарищ погиб уже. Я бывший военный пенсионер. Все для фронта, все для победы должно быть. Вот. И не время сейчас не обижаться, ничего. Наш здесь этот товарищ живет, вот он, Скурихин, магазинчик держит. Ну, не знаю, в общем, он против. Почему-то Путина не любит Пусирай. Не знаю, что такое. Ну, как говорится, за Навального. Так что, а если призовут, ну что же, ни дня думать не буду. Всегда готов по приказу своего правительства. Перчатки. Слава Украине! Красочка готова. Так, проверяем. Ну, просто краска должна быть нормальной, чтобы она не текла, но и кусками не набрасывалась. Сейчас мы... Андрей Пивоваров – это замечательный молодой мужик, петербургский политик, который дорос до федерального уровня. У него маленький сын, который растет без отца, который уже в тюрьме, там, наверное, уже года 2. То есть посадили в назидание другим, в назидание таким, как вот типа меня. Я решил писать на стене своего магазина фамилии этих людей. Горинов – это вот тот депутат московский. Ну, насколько я понимаю, он просто из команды Яшина, и его бомбят, чтобы сломать Яшина. Чанышева – это координатор штаба Навального с Урала откуда-то. Ну, а Скочеленко – это питерская активистка, молодец, девушка, которая вот антивоенной агитацией занималась. Магазина не хватит, чтобы написать всех, да, к сожалению. Путинщина на это и рассчитывает запугать, чтобы люди сидели тихо, не высовывались. Потому что сейчас пойдет вопрос о жизни и смерти режима.
Будет либо страна прекратит свое единое целое существование, либо она станет демократией, свободной демократией. Я был дома с семьей, мы все отдыхали, это уже было после 5. Вдруг постучали в окно. Я вышел, там стоит 6 полицейских, 2 ФСБшника, 1 следователь Следственного комитета и 2 понятых. Мы пришли к вам с обыском. Я попросил у них показать документы. Они говорят, пустите нас, тогда мы вам покажем. Я говорю, нет, вы мне покажите сейчас через окно, тогда я вас пущу. Ну, вот началась такая небольшая перепалка. Все, я закрыл окно, закрыл вторую дверь и пошел звонить адвокату. Они моментально нашли ломик и начали ломать дверь. Сначала ломали дверь, но дверь очень крепкая. Поняли, что не попасть, раздолбали окно, и все залезли через окно. Перевернули весь дом кверх ногами. Я повесил лозунг на свой магазин, на котором было сказано так. Российское общество, очнись, прекрати лживую, подлую, братоубийственную специальную военную операцию. То есть вот я пригласил общество наше прекратить это. Вот все. И следователь решил, что я таким образом дискредитирую наши вооруженные силы. Уже уголовное преследование. Ну и полицейские тоже в Следственном комитете говорили, Дмитрий Николаевич, вы понимаете, что будет только хуже, если вы не прекратите свою деятельность. Вон сколько сейчас ребят уезжает, молодых. И я целиком полностью с ними мысленно, потому что кому охота становиться просто пушечным мясом. Понимаете? И они молодцы, что уезжают. Просто нам нужно здесь как можно скорее сделать так, чтобы они захотели вернуться. Я думаю, может быть, мои силы к этому пригодятся. На этот четверг, а пятницу? Мне вот в пятницу бы вторая половинка. 10 часов? Ага. Врывается такая куча людей. Ну, по их общению видно, что люди невысокого уровня образования. Топчут у тебя тут по всему дому, наступают на фотографии, ногами ходят по снимкам УЗИ, как бы им это все топчут, ходят, неважно, бросают, причем смотрят на тебя. Там у меня много бухгалтерских документов было. Они, улыбаясь, смотрят и вот так это все выбрасывают, разбрасывают папки. Тебя так растаптывает это, как-то по тебе как будто танк проехал. Забрали, говорю, все деньги, а мы их будем проверять. И вот я остаюсь с 3 детьми, с открытым окном разбитым, как бы на дворе не лето, с разбитой дверью, которую закрыть не могу. И говорю, без копейки денег. Чтобы вот Ленинградская область была спокойна, что вот этот такой смутьян, как Скурихин, нигде не выпячивается. Меня все спрашивают, как дети? Я говорю, да нормально. Мы как-то такие родители, такие, в общем-то, позитивные. Любая неприятность – это неправильно понятое приключение. И, в общем-то, для них мы так это беседовали, что типа, ну вот такое приключение, вот такая ситуация. 24 февраля ранним утром просыпаюсь, и мне муж уже с телефоном лежит и говорит, смотри, говорит, наши танки все перешли границу, мы напали на Украину. Какой для меня это был шок. Вот для меня шок, я как бы воспитана на том, что война. Это такая была трагедия, столько людей погибло. Как мы можем? Мы защищали страну, и тут я понимаю, что мы напали. Имея такие вот это вот военное прошлое такое, мы каждый год отмечаем, у нас салют, мы такую войну победили, и мы напали. И я вот так ходила с этим, и я видела, что остальные-то нормально. Оказывается, вот такая маленькая Украина точила на нас зуб давно. Была такая подготовка на нашу страну. Я это все слушаю, переживала. Вот тогда, конечно, у меня мировоззрение вообще поменялось. Я прям очень о нашей стране как-то, о наших людях. Я вообще так разочаровалась во всем этом деле. Сестренка приехала. Привет, Юрчик. Привет. Заходи. А хотела узнать, может, что-то сегодня тебе подмоет что-то? Слушай, нет, спасибо. Родаки разберутся с детворой. Ага. Я разберусь с судом, я надеюсь. Наружную дверь до сих пор после обыска не сделали, сломали. Закрываем на внутреннюю.
Я сейчас еду на очередное заседание районного Ломоносовского суда, который по просьбе следователя, видимо, будет продлять запрет определенных действий в отношении меня. Я агитирую своих граждан разделить точку зрения, что война – это плохо, что это безумие, что это надо заканчивать, мириться с Украиной, выводить войска со всех ее территорий, гнать эту путинскую шайку к чертовой матери. Вот я агитирую за это. И, соответственно, те люди, которые наняты этой шайкой охранять ее интересы, пытаются прессовать меня. Это у нас получается, что в лингвистику уходите, кто-то так решил, ФСБ. Сейчас мы опять Который вот у меня в машине, это я хочу слушать. Давай, слушай, давай. Это вот моя свобода слова. Я на своем магазине вешаю свои лозунги, и я считаю, что я имею право это делать. Но лозунги – это же призыв. Призыв к чему? Подумать? Да. Что у вас там было написано? У меня там было написано, я обращаюсь к российскому обществу с призывом остановить вот то, что сейчас происходит в Украине. Вот эту специальную военную операцию. А сколько у вас детей, я так и не понял. У меня 5 детей, но 2 уже выросли. У меня следствие взяло подписку о неразглашении данных предварительного следствия, чтобы специально, да, мы меньше об этом деле говорили, и поэтому как бы я этим связан, и конкретики никакой, к сожалению, давать не могу. Дмитрия обвиняют в распространении сведений, дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации. У нас свобода слова, это частное именно мнение, он не дискредитирует никакие вооруженные силы, а просто высказывает свое мнение относительно сложившейся ситуации. Я не могу уехать сейчас из России, так как я подследственный и обвиняемый. Да я и не хочу. Я считаю, что мои усилия нужны здесь, в моей родине. Но я понял недавно, мне горько от моей беспомощности, от того, что я ничего не могу сделать, чтобы остановить вот эту войну. — 24 февраля исполнился год, как у нас начались военная операция. Просто утречком 24 февраля он собрался, нарисовал детской гуашью на листе бумаги слова «Прости, Украина», и вместе с дочкой сказал: я поеду, мы просто сфотографируемся. Ну и они поехали с дочкой. А в этот день у нас была у его родителей 62 года совместной жизни. Мы потом поехали на праздник к ним. Дима как бы сидел такой напряженный довольно-таки. Первый заметил, что полицейские машины подъехали к бабушкиному двору. Его посадили и увезли. Мы говорим ему, что Дима, надо осторожнее, надо остерегаться. Но он с нами не советовался. Вот он решил, и все. Как бы я не могу ему тоже на горло наступать. Вот этот вот плакатик, в котором он свои мысли высказал, что «Прости, Украина». Но я так думаю, что он извинялся перед людьми, которые сейчас там под обстрелами, под огнем. Вот за высказывание собственных мыслей в СИЗО. Чтобы только правоохранительным органам отработать эту тему, которая у нас сейчас главное, что не посмей сказать что-либо плохо про эту операцию. Вот эта вот операция, проводимая нами на Украине, я считаю, что это такая ошибка. Это такая, и эту вещь надо признать, это ошибка, а не затыкать людям рот в их мнении. СИЗО номер 6 Горелого.
Это очень старое СИЗО. Вот условия, ну, он особо не пишет об этом. Единственное, рассказывает, что тараканы сыпятся ему на лицо, на нос, на голову по ночам, когда засыпает. Ну, у нас сроки по таким делам даются, к сожалению, какие-то колоссальные, очень большие. За убийство дается меньше. Хочется надеяться, что такого не случится, большого срока. Но я вижу, что людям дают очень большие сроки за их мнение, за их политическую позицию.